Дело было в Якутске в 90-х годах. В городе прошелся слух, будто по ночам в городе в ночной тьме блуждает некое существо, то ли псих, то ли дикий человек, то ли зверь, то ли оборотень. Выдвигались теории, что это был человек, страдающий ликантропией, редким психологическим отклонением. Ночью на редких прохожих нападал волосатый человек, бегающий на четвереньках, кусал их, а некоторых пытался затащить под дом. В Якутии дома строят на сваях из-за вечной мерзлоты. Позже тот ликантроп исчез, и в начале 2000-х годов уже никто не вспоминал эти истории. Но вот с недавних пор начали в сети появляться истории, что в районе Республиканского медицинского центра по ночам бродит нечто большое и волосатое, напоминающее волка. И мне кажется, что истории из 90-х годов и рассказы о странном звереподобном человеке около медцентра взаимосвязаны. Вот, например, рассказы очевидцев на местном интернет-форуме. 25 января этого года между 5 и 6 часами утра в районе медцентра я видел что-то жуткое. Это был человек, похожий на волка. Конечно, все сочтут это выдумкой или каким-нибудь расстройством, но я действительно видел это. Существо было огромным по сравнению с человеком. Я сначала подумал, что это высокого роста человек в черном пуховике, но когда приблизился, то понял, что это не человек. Оно с легкостью перепрыгивало расстояние где-то в 5-10 метров. От него шел отвратительный запах. Меня охватила паника. Помню только, как оказался в квартире и стоял на кухне с ружьем. Рассказывать жене сначала не хотел, побоялся, что подумает не то, но потом, успокоившись, решил рассказать все как есть. Хотел даже обратиться к участковому, но что ему сказать? Что видел волка на двух ногах или человека, похожего на волка? Ведь все прекрасно понимают, что оборотней не существует. Я сам тоже не верил. Тем больше мне страшно от случившегося. Мои двое сыновей тоже видели, как это существо перепрыгнуло через наш забор. Это было где-то 6 лет назад. Они видели его четко вблизи. Я им верю. Кстати, мы тоже живем недалеко от медцентра. В то же время в нашем районе стали пропадать собаки. Нашу овчарку, огромного кобеля, который стоял на цепи, тоже утащили. У соседей был кавказец. Его пытались тоже утащить, но он не дался. Правда, потом еле выжил. Нашли также несколько трупов собак, 2 трупа в страшном состоянии обнаружили недалеко от нас в куче ящиков, оторванную голову собаки видели на дороге. И еще несколько таких случаев было. Обратились к участковому, но потом все как-то заглохло. На сенокосе. Мне тогда было 12 лет. Отец с братьями, с опозданием приехав на сенокосный участок, который был на реке Амга, и сразу взяв косы, пошли косить траву. Я же остался костровым. Набрав воду в чайник и котелок, хотел разжечь костер. Однако старая жердина, на которую вешали чайник и котелок, пришла в непригодность. Нужно было срубить новую из свежего толстого тыльника. Взяв топорик,
пошел в распадок, который находился в 15-20 метрах от табора, начал рубить тальник. И вдруг слышу голос мужчины 50-60 лет, который строго спрашивает, зачем рублю тальник. Я, как обычный ребенок, отвечаю на вопрос старшего, мол, нужна жердина для костра. Но секундами позже понимаю, что голос чужой, и при этом никто в наш участок не заходил чужой раньше. С одной стороны берег крутой реки, с другой стороны речка, впадающая в реку, просто так не перескачешь через нее. И густой еловый лес с марью, без болотных сапогов не обойтись. Я сперва подумал, братья или отец подшутили надо мной. Выбежал на берег, а там отец в метрах 400 косит траву. Потом обратно пошел на то место и спрашиваю, мол, кто здесь? А в ответ тишина. Думаю, да ну, все равно кто-то разыгрывает. Обошел по округе. Все следов в траве, в почве. В маре нету. Вот тогда мурашки пробежали по телу. Побежал к костровищу. Развел огонь и по якутскому обычаю накормил огонь и стал просить, мол, простите дурака, если что. Отчим бывшей жены, прибыв на сенокосное угодье, в речке тоже начал косить траву, также не покормив духов местности, где был в первый раз. Местность немного с кочками. Косил он ручной косой и вдруг почувствовал, что кто-то холодной рукой схватил его за лодыжку и держал 1 секунду, но эта секунда длилась для него словно вечность. Он потом лечился у экстрасенса. Тот сказал, что не покормил духов местности, вот они и сыграли злую шутку. Не хотел бы я оказаться на его месте.